Касается таких достаточно жестких действий. Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития страны. Об этом интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Мигранты – это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем, отметил он. Без мигрантов мы, в общем, вряд ли выживем, это очевидно совершенно. И об этом говорит и в том числе и Набиуллина, говоря об инфляции. Напомним, что после теракта в подмосковном Крокус-Сити-холле в марте 2024 года, в совершении которого обвинили выходцев из Таджикистана, в России началась масштабная антимигрантская кампания. Причем с одобрения Кремля в ней приняли участие даже националистические группировки, что невозможно объяснить с точки зрения российского законодательства. Кроме того, со стороны властей были приняты меры, ужесточающие правила въезда и пребывания трудовых мигрантов в РФ. Мое личное сугубо мнение, потому что я не специалист, но я считаю, очень многое упущено. Упущено, во-первых, в законодательстве нельзя было просто так давать возможность проникать сюда огромному количеству мигрантов, которые не соответствуют нашему культурному коду, вообще нашей культуре, которые едва говорят по-русски, а может вообще не говорят. Одно из подобных ограничений, вступившее в законную силу 7 ноября, это процедура геномной регистрации, то есть сбор ДНК. По мнению правозащитников, геномная регистрация открывает новые возможности для силовых структур в злоупотреблениях. В северокавказских республиках давно практикуется сбор ДНК у соблюдающих мусульман, что открыло двери для фабрикации в отношении них уголовных дел по террористическим статьям Уголовного кодекса. Учитывая тот факт, что трудовые мигранты из Центральной Азии являются наиболее незащищенной перед беззаконием силовиков категорией людей, за которых не вступаются даже их собственные правительства, правозащитники прогнозируют серьезный всплеск фабрикации уголовных дел в отношении них. Для того, чтобы понять, кто такие задержанные, связаны ли они вообще с исламистскими движениями, а если так, то связаны ли они с терактом в Крокус-Сити, для этого у нас совершенно недостаточно информации. Зато мы достоверно знаем, что Федеральная служба безопасности очень любит отчитываться. Она и до всяких терактов отчитывалась о вскрытии в самых разных регионах России ячеек ИГИЛ. Как правило, это были совершенно стереотипные сюжеты. И похоже, что это была группа, организованная провокаторами через социальные сети, которыми потом и отчитывались.